Да, меня напрягали по Крыму. Да, вот как Крым и прочее, и журналисты украинские, и политики часто задавали вопрос, что-то мы опускали, что-то мы говорили, но главное состоит в том, де-факто это сегодня российская территория. Это сегодня часть России. И последний аргумент, я им сказал уже так по-мужски. Если бы вы считали, что это ваша территория, вы бы за нее сражались. Вот я вам должен абсолютно честно, как главнокомандующий вооруженными силами, вот они сидят, мы с ними первыми пойдем, если вдруг, не дай Бог, что случится. Не дай Бог, с юга, востока, с запада на нашу землю ступит кованым сапогом хоть одна нога, мы будем воевать за каждую 5. Кто бы сюда не пришел, вы почему не воевали за Крым? У вас там вооруженных сил было больше, чем у России. Ну, вы спокойно оттуда ушли. Вы всякими путями, и военными, и дипломатическими, и другими, не защитили эту землю. Значит, вы ее не считаете, что она ваша. Более того, де-факто она сегодня российская. Можно оспаривать, можно Россию там упрекать в чем-то и так далее. Россия прецеденты называет в мире, я уже говорил, Югославия и другие. Можно ее упрекать, но де-факто это российское. Де-юре нет, потому что нет никаких соглашений, нет международного признания этого и так далее. Вы знаете, что такое де-юре, что такое де-факто. Это нет, и как я могу де-юре об этом говорить? Ну, наверное, это вопрос времени, если и дальше будут так развиваться события. Я тоже об этом сказал. Но когда у меня спросили, это нормально, это вам нравится? Я говорю, нет, это мне не нравится. Это мне не нравится. Но я задаю следующий вопрос. А почему так произошло? Кто был этому инициатор? Кто допустил, ну, как минимум, ошибки и дал повод россиянам действовать таким образом? Больше я сказал, ну что, должны были сидеть и ждать, пока начнут резать наших людей? Русскоязычные, это же не только русские там в чистом виде россияне, это и наши белорусы. И, собственно, украинцы, которые там живут, они тоже русскоязычные, на русском языке разговаривают. Из где-то 1,5 миллиона, ну 1 700 000 или 2 там, никто не знает точно сколько в Крыму человек. Там 70% такого населения. И кто сегодня скажет, что Россия неправильно сделала, что она